Спасите наши души, мы бредим от удушья. На неделе невольно вспоминается Высоцкий, 15 лет со дня гибели атомной подлодки «Курск». Он просит известного футболиста вести себя корректно, за это его избивают до смерти. В Азербайджане снова хоронят журналиста. Грусть, показанная Звягинцевым в «Левиафане», оказывается хронической. Наш корреспондент отправляется в Териберку узнать, как изменилось село после выхода фильма. Чем пахнут раздавленные персики и намотанный на гусеницы хамон? Пир для мух в России продолжается. Список стран, откуда нельзя везти еду, расширяют. Это неделя. 7 дней нашей жизни в одной программе. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Донбасс. Там на неделе новая фаза войны. Судя по сообщениям из Киева, режим прекращения огня нарушается в среднем 80 раз в сутки. Под обстрелом артиллерии, прилегающей к аэропорту районы Донецка. Есть убитые среди мирных жителей. Еще вчера они сидят у подъезда. Сегодня эта женщина свою соседку оплакивает. Вот эти все бабушки, мы были тут. Нас 3 бабушки, она самая молодая среди нас. Она всегда нам помогала, где что, какая гуманитарка. Они бы нас собрали, пускай бы убили сразу, чтобы мы не мучились. Из градов бьют по Богдановке, недалеко от Мариуполя. Непростая ситуация в Луганском районе. Тяжелее же всего в Горловке и пригороде. Вот на этих кадрах все, что осталось от города. Также перестрелка в районе Опытного и Авдеевки. Там картина разрушений аналогичная. Видео, снятое беспилотником, присылает наш корреспондент. Ему удается побеседовать с жителями Горловки. Ну, снарядом попали и разбили, и загорівся. Вот там тоже загорівся дом. Щиты загорелись, я то сошла, начал поливать. Ну, и стены все, и все отошло, и окна все выбиты. И вон, пойдите на 2-й этаж, посмотрите, что там творится. Надеемся, что будет все хорошо. Я не знаю, на что надеяться. Я просто не знаю, на что надеяться. Как может так можно жить, вообще я не пойму. У мужа он испуг получился, контузия. А некуда ехать, куда ехать? А ехать некуда. И далее у нас история, которая повергает в шок не только весь Азербайджан, где она происходит. В минувшие выходные жестоко избивают известного азербайджанского журналиста Расима Алиева. Он делает замечания футболисту сборной за некорректное поведение последнего, за что и подвергается нападению. От полученных травм журналист умирает в больнице. В начале недели появляется реакция главы Азербайджана Ильхама Алиева. В официальном сообщении говорится, президент обеспокоен, оценивает произошедшее как угрозу деятельности независимых СМИ. Конец цитаты. Все подробности истории у Александра Касаткина. По обвинению в убийстве журналиста в понедельник арестовывают Ильшана Исмайлова, двоюродного брата известного азербайджанского футболиста Джавида Гусейнова. Его самого заключают под стражу в среду за недонесение преступлений. Причина избиения Расима Алиева – публикация в Фейсбуке, в которой журналист критикует поведение полузащитника национальной сборной Джавида Гусейнова. После победы клуба «Габала», в котором играет Гусейнов над киприотской командой «Аполлон», футболист поднимает над головой турецкий флаг. В ответ на вопрос кипрского журналиста «Зачем?», Гусейнов показывает неоднозначный жест и отвечает «Турки мои друзья». У Кипра и Турции, как известно, неурегулированный территориальный конфликт на острове. За день до смерти избитый журналист дает интервью, где рассказывает об обстоятельствах произошедшего. Я поделился видео на Фейсбуке, дополнив от себя, что не желаю, чтобы такой невоспитанный футболист представлял меня на полях Европы. После этого мне позвонил сам Джавид Гусейнов. Он утверждал, что его жест не являлся непристойным, а означал братство 2 стран – Азербайджана и Турции. Беседа у нас была нормальная. После этого Алиеву звонит человек, представляется двоюродным братом Гусейнова и предлагает в знак примирения встретиться. На встрече журналисты избивают ногами около 5 неизвестных. В руководстве клуба «Габала» заявляют, что клуб не имеет ничего общего с инцидентом, однако Джавида Гусейнова из основного состава выводят. Расим Алиев был одним из немногих независимых журналистов в Азербайджане, работавшим на западные издания. Его неоднократно избивали, в том числе полицейские. Атмосфера, которая создана властями, подавление свободы слова в Азербайджане. Мы констатируем, что 13 журналистов и блогеров сегодня находятся в заключении. Идет судебный процесс над журналистом Хадиджи Исмайловой. В очень неприглядном виде все это происходит. И я думаю, что вот эта атмосфера как раз создает такие возможности и предпосылки для насилия против журналистов. Расим Алиев становится 3-м журналистом страны, убитым за последние 10 лет. Александр Касаткин. Настоящее время.
Современный Азербайджан. Журналистов там порой убивают, правозащитников приговаривают к тюремным срокам. К концу недели супруги Лейла и Ариф Юнус получают 8,5 и 7 лет соответственно. Работников СМИ и гражданских активистов в зал суда не пускают. Войти разрешают представителям посольств и родственникам обвиняемых. Приговор выносят по статьям «Измена Родине» и «Экономические преступления». Такие знакомые статьи для правозащитников и журналистов из некоторых других стран. Спасите наши души, мы бредим от удушья, спешите к нам. На неделе невольно вспоминается Высоцкий. Со дня гибели атомной подлодки «Курск» проходит 15 лет. Субмарина гибнет во время учений, забирая с собой на дно 118 моряков. В Санкт-Петербурге, где живут многие родственники погибших, 12 августа служат панихиду. Командиру Курска Геннадию Лячину посмертно присвоено звание Героя России. Остальные члены экипажа и находившиеся на субмарине специалисты посмертно награждены орденами мужества. С помощью компьютерной графики мы воссоздали произошедшее под водой Баренцева моря в день катастрофы и последующую спасательную операцию. Подводная лодка «Курск», согласно плану учений, находилась на полигоне боевой подготовки в Баренцевом море. Силовая установка крейсера состояла из 2 атомных реакторов, а на вооружении, кроме торпед и бомб, находилось 24 ракеты. На лодке были 118 подводников. 12 августа 2000 года в районе, где предположительно находилась подводная лодка, был зафиксирован взрыв. По официальной версии, причиной аварии стал взрыв торпеды в носовом торпедном аппарате. Из-за пожара сдетонировали остальные торпеды, что повредило большинство отсеков лодки. 23 моряка, переживших оба взрыва, остаются в 9-м отсеке. Атомный крейсер ложится на глубине более 100 метров под углом около 40 градусов. Носовая часть сильно повреждена. К месту трагедии сходятся суда аварийно-спасательной службы Северного флота. Однако спасательная операция не достигает успеха. 20 августа, через 8 дней после аварии, к спасательным работам было допущено норвежское спасательное судно. 21 августа утром норвежским водолазам удается вскрыть аварийный люк 9-го отсека. К тому времени все моряки, находившиеся на подводной лодке, погибли. Подъем Курска стал первой операцией по подъему затонувшей на глубине атомной подводной лодки. Летом 2001 года баржа Giant Four гидравлическими домкратами поднимала подлодку. Эта операция продолжалась чуть более 3 месяцев, до конца октября. Трагедия происходит в первый год президентства Владимира Путина. За реакцией руководства России следит весь мир. Осенью 2000-го Путин дает интервью американскому журналисту Ларри Кингу. Фрагмент того эфира аудиторию шокирует. Она утонула. На неделе начальник Центрального архива Минобороны России Игорь Пермяков допускает, документы о Курске могут раскрыть раньше времени. Гриф «Секретно» на папке с делом субмарины наложен на 30 лет. Половина срока прошла. Интервью нашей программе дает капитан 2-го ранга в отставке, писатель Александр Покровский. Смысл особого я не вижу в том, что там какие-то особенные секреты будут появиться на свет Божий. Я думаю, что взорвалась торпеда. Именно торпеда, та, которая практическая торпеда, кислородная. Если лодка не вышла на связь, необходимо объявлять боевая тревога. Объявляется боевая тревога, и в момент в район нахождения лодки посылаются спасатели. Вот все. Все силы флота переводятся в состояние боеготовности, номер 1. Если бы ее начали искать вот по этой схеме, а не через 11 часов, то, возможно, можно было бы что-то сделать для спасения людей. О том, что руководство страны и командование флота в первые часы и дни после трагедии медлит со спасательной операцией, говорит и капитан 1-го ранга Игорь Курдин. Было сделано далеко не все. Нечем было спасать. Единственный спасатель, судно «Михаил Рудницкий», стояло у причала в Североморске и даже не готовилось к выходу в море, несмотря на масштабные учения Северного флота. Но самое главное, что мы отказались и слишком долго думали, принимать ли нам иностранную помощь. Адвокат родственников погибших моряков Борис Кузнецов проводит собственное расследование трагедии. Сейчас он живет в США, где получил политическое убежище. Я считаю, что на скамье подсудимых должны были сесть главком ВМФ и руководство Северного флота. Но когда доложили это постановление и эту ситуацию Путину,
то он принял политическое решение никого к уголовной ответственности не привлекать. Само по себе принятие такого политического решения – это уголовное преступление. Это почему трагедия Курска так важна. С гибели Курска началась ложь. С гибели Курска государство стало вмешиваться в судебную и в правоохранительную систему. Целая неделя за полчаса. Сергей Дорофеев. Приветствуем всех, кто только к нам присоединился. Смотрите далее. 19 километров длиной и минимум 5 миллиардов долларов ценой. В России презентуют проект «Моста мечты» через Керченский пролив в Крым. Грусть, показанная Звягинцевым в «Левиафане», оказывается хронической. Наш корреспондент отправляется в Териберку узнать, как изменилось село после выхода фильма. Об этом скоро. А прямо сейчас, чем пахнут раздавленные персики и намотанный на гусеницы хамон. Пир для мух в России продолжается. На таком фоне страна внимает новому заявлению Дмитрия Медведева. На сайте Кабмина премьер объявляет о расширении списка стран, из которых нельзя ввозить продукты, в том числе сыры и мясо. Отныне вне закона еда не только из США, ЕС, Норвегии, Австралии, Канады. Фильмов уничтожений вскоре удостоится продукция из Албании, Черногории, Исландии и даже Лихтенштейна. Ограничиваются поставки продуктов в Россию и из Украины на особых условиях. Правда, вот что это за условия, не написано. Борьба с санкционкой, конечно, не добавляет России баллов в мире. На фоне всех этих новостей выходит рейтинг американского Pew Research центра о взаимном доверии стран, об отношении государств друг к другу. Проценты и тенденции на неделе мы анализируем вместе с политическим обозревателем Брайаном Уитмаром. Здравствуй, Брайан. Здравствуйте. Спасибо, что нашел время. Рейтинг Pew Research центра, он ежегодный, и в 2015-м, скажем так, преимущественно положительное отношение к России и ее политике отмечено в 3 странах. Это Китай, Гана и Вьетнам. В прошлом году было 4 государства: Греция, Китай, Вьетнам и Бангладеш. Что портит имидж России, кроме военной кампании в Украине? Марка России не очень сильная сейчас в мире. Если смотреть на ограничения свободы слов, ограничения демократии, нарушения прав человека. Несколько лет назад рейтинг России в мире был очень положительный. А это начинало падать, когда после которого Путин вернулся в Кремль в 2012 и очень сильно упал после конфликта с Украиной. Ну, вот какая интересная деталь. Россия тратит в год миллионы и миллионы долларов на поддержку своего имиджа в Старом Свете, в Европе, в Америке, вообще в мире. Почему тогда в этой имиджевой битве Кремлю явно не удается победить? Судя по результатам этого анализа. Пропаганда это недостаточно, реклама это недостаточно. По нашей цифре Россия тратит $600 миллионов в год на пиар. Вот, это на РТ, на все эти пропагандистские кампании, которые мы все видели последние несколько лет. Никто из самих россиян, из большинства тех, кто встречается им, не называют это пропагандой. Они говорят, что Россия поднимается с колен. Именно поэтому к России идет изменение в худшую сторону отношения других сильных государств. Ты понимаешь, вот ты сейчас то, что называешь пропагандой... Да, но весь мир понимает, что это пропаганда, и это опрос показывает этого. Только 30% всего мира имеет положительное отношение к России. Один из самых популярных иностранных телеканалов в Великобритании — это как раз Russia Today. Да. Они смотрят, это интересно. Я смотрю, это интересно. Ты смотришь как журналист. Я смотрю как журналист, и я думаю, что я бы смотрел, если я не был журналист. Потому что это любопытно. Знаешь, это не значит, что я верю все там. Еще интересный момент в этом опросе — это сравнение рейтинга Соединенных Штатов и России. И один очень интересный цифр я хочу цитировать. Вот в Ближний Восток, да, после войны в Ираке, после Абу-Грейба, после Гуантанамо, рейтинг России еще хуже, чем в Америке. В Америке есть 29 положительных, в России 25. В Европе преимущественно положительное отношение к Соединенным Штатам сколько? 67? 69. 69. А к России? К России до 26. Представляете? Технологи не будут московскими технологами, если не будут использовать вот эти близкие культурологические связи, отношения. Ведь смотри, формируется определенный круг заинтересованных в сотрудничестве с Россией и во французском политикуме. Мы помним, как недавно французские депутаты ездили в Крым. Греция как расположена к России по экономико-политическим причинам, но тем не менее. Достаточно крепкое газовое лобби в Германии, связанное с окружением Шрёдера и так далее, и так далее.
Но Россия еще есть влияние в Европе, но они потеряют каждый год, они потеряют часть этого влияния. Потому что сейчас много немцев и самый главный канцлер Меркель понимает, что ценности для Германии это более важнее, чем деньги. Спасибо тебе за интервью, потому что в нашем разговоре я моделировал возможную будущую критику всех тех, кто принимает решения в высоких кабинетах Москвы, к тем, кто обсуждает этот рейтинг, и, собственно, непосредственно к тем, кто его составил. Так что вот я думаю, что именно такой формат был самым оптимальным. Спасибо за твое время. Мост без единого иностранного болта. На неделе россияне узнают, каким он будет мост мечты из Крыма на материковую часть России. 19-километровое сооружение через Керченский пролив обещают строить исключительно в санкционном тренде из отечественных материалов и конструкций. На неделе Росавтодор официально презентует проект, обещающий стать самым масштабным со времен олимпийской стройки и, судя по всему, столь же скандальным. Общая стоимость мечты уже сейчас 5 миллиардов долларов. Опыт Сочи позволяет предположить, расходы могут возрасти в 3-4 раза. И все это при том, что мост возводят в сейсмически активной зоне. А значит, надо очень постараться, чтобы надежды не рухнули вместе с конструкцией. Впрочем, еще до того, как озвучивают первые цифры и, собственно, начинают строить, вопросов к мечте уже появляется много. Дарья Соловьева. В презентационном ролике отдельные детали с легкостью складываются во внушительную конструкцию. С такой же легкостью определили подрядчика проекта. Без лишних тендеров и другой нервотрепки. Задолго до решения конкурсной комиссии. Осваивать бюджет доверили компании «Стройгазмонтаж», принадлежащей бизнесмену Аркадию Ротенбергу, больше известному как спарринг-партнер Владимира Путина. Довольно известная организация в Российской Федерации, обладающая всеми необходимыми компетенциями, опытом, наличием квалифицированных кадров, наличием собственного довольно большого парка техники. Сегодня бывший тренер по дзюдо Ротенберг – владелец или крупный акционер нескольких банков и компаний, занимающихся строительством и поставками нефтегазового оборудования. Личное состояние бизнесмена, по экспертным оценкам, около миллиарда долларов. В последнее время дела бизнесмена шли как-то не очень. Сначала он попал во все санкционные списки, потом итальянские власти арестовали его недвижимость на 33 миллиона долларов. И вот подарок судьбы. Проект почти на 5 миллиардов. Впрочем, это не первый подарок Ротенбергу в Крыму. 300 миллионов долларов его компания получила на реконструкцию знаменитого лагеря «Артек», уже год как числящегося российским. И вот теперь мост. Первыми тревогу забили экологи. Грунт в проливе нестабильный, экосистема хрупкая. Прежде чем начать строительные работы, следовало бы провести серьезные исследования, получить заключение государственной экологической экспертизы. Геологи некоммерческой организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» в отсутствии официального разрешения на работы пытались изучить берег, наткнулись на активно трудящихся строителей. Эта стройка у вас незаконна, у вас нет разрешения на строительство, у вас нет, вы не проходили экологическую экспертизу. Не надо рассказывать. Слушания будут только в конце месяца. Ну ладно. Давайте не с этого выключим. Чтобы избежать лишних проблем с законом, Госдума воспользовалась уже отработанной схемой. Ее применяли еще в Сочи. Путин подписал закон, радикально упрощающий все разрешительные процедуры. Иными словами, ни тебе экологической экспертизы, ни градостроительных норм, ни публичных слушаний. Сразу строить. Сроки не ждут. А ведь помимо опасности для окружающей среды есть риски и для самого моста. Сейсмичность площадки 9 баллов. Надежный, так называемый коренной грунт, способный выдержать нагрузки от подобного строения, находится на глубине 45 метров, а значит, работы будут сложными, а результат непредсказуемым. Также на дне остается много снарядов со времен Второй мировой войны. Мосту грозят и оползни, грязевые вулканы, штормы, нестабильность Тузлы, а весной – глыбы льда. Кстати, именно последние стали причиной разрушения моста через Керченский пролив, построенный в 1944 году. Тогда сооружение простояло всего 4 месяца. У нового моста будущее более светлое. Правда, в настоящем не хватает стройматериалов на крымской стороне. Об этом говорят местные власти. Россия могла бы привезти все необходимое морем, но крымские порты находятся под санкциями. Любой корабль, который будет замечен там, попадает в черный список всех портов мира. Ни один серьезный судовладелец на это не пойдет. Как бы то ни было, мост, вопреки всему и всем, будет построен. Не совсем законный мост,
к не совсем российскому Крыму. Дарья Соловьева, «Неделя». Грусть, показанная Звягинцевым в «Левиафане», оказывается хронической. Да, здесь, в селе Териберка, удивительные краски и звуки, море и камни. Однако прежней остается не только природа. Чувство апатии в соленом воздухе не растворяется. Безнадега Териберки, разруха и алкоголь, так возмутившие местных чиновников после просмотра фильма, судя по всему, не являются художественным ходом. Вот об этом нам рассказывает корреспондент программы «Неделя», которого мы отправляем в командировку на берег Баренцева моря узнать, что изменилось в селе полгода назад, прогремевшем на весь мир. И сцены, которые увидел Андрей Королев, мы покажем вместе с теми, что запечатлел Андрей Звягинцев. А вы попробуйте найти 10 отличий, разобрать, где актеры кино, а где местные жители, герои телесюжета. Для 34-летнего Паши Териберка – это не геральдический символ и даже не точка на карте. Это место, где ловят за жабры мойву, а за хвост судьбу. Кому повезло, тот уехал. Паше остались 3 канала телевизора и похмелье. Немного расслаблялись, поэтому чуть-чуть бардак. Да я во всем виновата. Во всем никто не виноват. Каждый виноват в чем-то своем. Политикой я не интересуюсь, мне уже надоело. Вот одно и то же, вот про Украину каждый день. Так, кого-то опять убили. Вы что, меня снимаете, что ли, да? Да. Ну, рассказывайте. Мать Паши живет на пенсию в 13 тысяч рублей. По северным меркам это скромно. По запросам Териберки целое состояние. Однако... Да, конечно, на пенсии. А у нас цены вы посмотрели? Зайдите, посмотрите, какие у нас цены. За что, Господи? В местный магазин попасть нам не удалось, зато мы увидели школу, где когда-то учился Паша. В царские времена на этом месте стоял деревянный сруб. Нам же явился советский новодел, пришедший в упадок в путинские времена. По соседству кирпичный остов бывшего скотного двора, поэтому в классах до сих пор стоит терпкий запах свинарника. Владислав теперь студент. В Териберку приехал на летние каникулы. Здесь родители, девушка и, кажется, никакого будущего. Вы на лето приехали, потом уедете. Ну, можно так сказать. А вот девушка здесь останется, наверное. Нет, сейчас год отучится и уедет тоже. Я же с тобой по-человечески. Что ты мне хрень гонишь? Зачем? Год назад отсюда уехал предпоследний доктор. Остался только Иван Ильич, работающий на ставку 6 дней в неделю. Утром прием в крохотной поликлинике, после обеда выезды к больным. Доктор в Териберке и терапевт, и психолог, и бабка-повитуха. Приходится и роды принимать, и мелкие операции делать. И по-крупному отправляем вертолет, машина у нас есть санитарная. Ну и чё? Где твой Бог милосердный? После Звягинского «Левиафана», наделавшего в Териберке много шума, поселок стали рассматривать как культурное пространство. Каждый шаг по побережью Северного Ледовитого океана не просто рабочий момент, а артефакт. Вряд ли попытки властей превратить пост-левиафановскую Териберку в рай для столичных туристов-экстремалов поймут местный житель Паша и его мать. Нет. Ничего не понимаю. Это не жилье, это существует. Ну да, существует. Кажется, лучше оставить эти места вдали от цивилизации, хотя бы ради таких кадров. Андрей Королев, «Настоящее время», Териберка, Мурманская область. Все понятно. Это была целая неделя за полчаса. 7 дней нашей жизни в одной программе. Все выпуски на сайте currenttime.tv, в социальных сетях и в эфире ваших национальных телеканалов. Я Сергей Дорофеев. Спасибо, что смотрели и думали.